Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что готовит вам судьба на новой неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Давайте будем разбираться, что готовит вам судьба, чего вам ждать на новой неделе. Смотрите, показывают, что вы победоносно пройдете свой путь. Вы идете, а препятствия падают. Вы идете, а враги перед вами кланяются. Вы идете, и вас уже не остановить. Смотрите, то ли вы полны решимости, то ли ваше время пришло. Вы на новой неделе сделаете невозможное, либо сделаете то, что не получалось, очень долго не получалось. Во-первых, вам светит ваша счастливая звезда, а во-вторых, я вижу, что вы в руках бубновую мазь несете. Это как знак удачи, скорее всего. Удача. Да, очень похоже, что время пришло вам с какими-то проблемами покончить, либо получить то, что хотели получить, то, что должны были получить. Видите, вот они, ваши враги, склонились, а вот они, препятствия ваши, попадали. А вы буквально хватаетесь за то, о чем мечтали. Вот двумя руками хватаетесь и никому не отдаете, себе забираете. Чем бы вы ни занимались, какие бы проблемы либо задачи перед вами не стояли, у вас именно такое победоносное шествие идет. Сами себе будете удивляться и скажете, как я могла, да как у меня получилось. Люди, которые вас знают, тоже будут в восторге. Но враги либо недоброжелатели действительно вас уважают, потому что вы не словом, но делом доказываете, кто вы такой, кто вы такая. И нет в вас страха, да? Нет в вас, вы полны благородства и полны решимости. И это тоже очень сильно подкупает. И даже те, кто плохо к вам относится, все равно понимают, что вы достойны уважения. И это уважение вам показывают. Также, мои хорошие, показан человек с левой стороны, который, несмотря на то, что между вами нет общения, пытается вам какую-то тайную помощь оказать, либо как-то тайно поучаствовать в вашей жизни, может защитить вас даже от кого-то. Тень. Человека нет в вашей жизни, но тень этого человека в вашей жизни присутствует. И эта тень, она очень мощная. То есть, возможно, какие-то неожиданные события, которым вы будете искать объяснение, но не найдете. Почему? Потому что у вас как тайный покровитель, тайный защитник, тот, кто не хочет себя афишировать, либо не может себя афишировать, но тем не менее для вас что-то делает. Вот как, знаете, несколько раз будете задаваться вопросом, собственно говоря, что происходит, да, почему так и не иначе, да, почему вам добро дают там, где обычно запрещали, либо вообще в принципе не общались. Почему какие-то люди избегают общения с вами, хотя раньше задирали, лезли, выяснять отношения, ругаться, ссориться. Тень, да, мощная тень вас защищает и покровительствует. Также показана суета. Много суеты, много каких-то дел, много планов, задач. Суетитесь, да? Вы несколько дел одновременно делаете. Все время пытаетесь что-то поскорее сделать, либо успеть, доделать. Может быть, это предпасхальная суета, может быть, еще что-то. Много всего интересного. Скучать вам некогда, и вы в такой активной фазе своей жизни. А вот эта вот триумфальная дорога, она придает уверенности в себе. То есть вы понимаете, что это лучшее время. Лучшее время для того, чтобы ставить цели, их достигать. Лучшее время для того, чтобы менять свою жизнь, либо улучшать свою жизнь. Так, еще. Вижу, что вас в 2-3 места позовут, как пригласят, да?
как 2-3 дома откроют вам свои двери навстречу вам. И вам очень сложно будет сделать выбор, потому что каждый из этих домов, он теплый, он к вам добрый, вы там как почетный гость. Но расстроиться, к сожалению, нельзя, либо раздвоиться нельзя, и нужно будет делать выбор. А может быть, вы поступите мудрее, вы посетите все эти 3 дома, но по чуть-чуть, да, там часик в одном доме побыли, часик в другом, часик в третьем. У кого-то даже такая ситуация будет. Но опять же, да, вас зовут, вас приглашают. Это как дань, наверное, уважения на то, что вас приглашают. Так, еще у кого-то улучшаются отношения с родственниками. Родственники, те, кто рядом с вами, и те, кто чуть подальше от вас находятся. Повод, что помириться, повод договориться, повод пообщаться и по-настоящему друг другу уделить внимание. Кстати, может быть, вот эти двери домов — это двери родственников, да, домов там, где родственники живут. Но я вижу, что вам приятно, я вижу, что вы понимаете, что происходит, и я вижу, что вы пользуетесь такой ситуацией для того, чтобы улучшить отношения. Вы прекрасно понимаете, что лучше жить мирно, тихо, благородно, чем постоянно натыкаться на какие-то грабли, вилы, да, и враждовать. То есть вам предлагают эти пальмовые веточки, и вы с удовольствием их принимаете, да, либо лавровые веточки. Дальше. Вижу, что вы на работе, скорее всего. На работе вы показываете какой-то результат, и этот результат, он не останется незамеченным. Хотя какой-то человек будет стараться этот результат себе приписать. Ну, типа, якобы это не вы, а это он, либо она. Но не получится. Крысу поймают. Крысу, так знаете, за хвост поднимут в воздух. И все, песенка спета. Нет, вы ничего не предпринимаете, но люди уже, да, со стороны, там, сотрудники, коллеги, начальники, они ведь не слепые, не глупые, да, не дети малые, не станут молчать и не станут делать вид, что ничего не происходит. Вас будут хвалить, вас будут отмечать, вам будут аплодировать стоя, и даже вот какие-то земные поклоны вижу. Нет, ну, конечно, лучше, если материально благодарность выражают, но и это тоже хорошо, да, когда на словах. Ну и крысу поймают, да, за хвост ее прям так в воздухе подвесили. Крыса, конечно, пищит, возмущается, вырваться пытается, но уже не вырвется. То есть, возможно, человек систематически, годами, месяцами приписывал ваши достижения себе. И из-за этого даже как-то улучшил свое материальное положение, либо утвердился, опустил корни, привлек к себе внимание. Ну, тут как бы все выйдет наружу, все раскроется. Недолго крысе осталось, недолго. Это, как, знаете, финал, причем грустный и печальный для того, кто крыса. И еще я вижу, что вы что-то неожиданно найдете. От неожиданности у вас немножечко, как в глазах, да, искорки полетят. Это может быть как что-то конкретное. Допустим, вы считали, что вы вещь потеряли. Безвозвратно, да, потеряли, ее нет. А тут раз, там, начнете генеральную делать на чистый четверг и найдете, скажете, ну не может быть, вот это радость, вот это счастье, как хорошо. А у кого-то отыграется, что вы ищете, допустим, не какую-то вещь, предмет, а, например, важную информацию, там, знаки, подсказки, что-то такое информационное. И, опять же, совершенно того не ожидая, вы буквально наткнетесь на эту информацию, как случайным образом. И от этого искорки полетят из глаз, скажете, ну надо же, как будто бы меня сама Вселенная слышит, подслушивает и дает мне эту информацию. А может быть, в момент, когда вы отчаетесь и скажете, о, все, искать не буду, потому что все равно не найду. И тут раз, и случится чудо, и вы информацию получите. То, что искали, то и получите. Дальше показывают, что вы какой-то женщине нос утрете. Женщина-выскочка. Женщина такая, знаете, вульгарная. Женщина высокого мнения о себе. Ну, типа, я царица, а вы все грязь под моими ногтями. Ну, какие-то, знаете, такие вещи она делает, либо говорит, которые прям коробят. Но вы молчать не станете. Так вы на рожон, конечно, не лезете. Вы человек не конфликтный, вы человек мира, а не войны. И тут вы вскипите.
и этой женщине что-то такое скажете, от чего она там побледнеет, посереет, почернеет, пятнами пойдет. И это будет так для нее позорно, так стыдно. Прям, знаете, захочется стать страусом и голову в песок засунуть, да, чтобы никто не видел. Понятно, что она на вас озлобится, понятно, да? Но с другой стороны, я вижу, что вы ей продемонстрируете, да, что не веди себя так, иначе можешь нарваться. И ты не можешь угадать, да, кто есть кто и на кого ты можешь нарваться. То есть заставить ее там краснеть, бледнеть и быстро ретироваться, куда-то скрыться. Да, будет на вас обижаться, будет там про вас гадости говорить, но вы этого не боитесь. Кого-кого, а эту женщину вы точно бояться не будете. Да, утрете ей нос, на место ее поставите. Дальше показывают лилию. Лилия — королевский цветок. По лилии очень часто подарки проходят. Подарки, которые вы можете получать от благодарных людей, либо от любящих и любимых, и также от людей, которые, например, пытаются обратить ваше внимание на себя. Подарок вам будет подарен, но на это есть причина. Да? То есть человек вам скажет, по какой причине дарит вам подарок. И в этом суть. Почему? Потому что, скорее всего, вы не любите принимать подарки, либо стесняетесь принимать подарки. Возможно, подарок будет такой, прям, знаете, недешевый, да, ценный. И человек, называя вам причину, почему дарит, буквально блокирует вам, чтобы вы отказались, да, блокирует возможность отказаться. Скажете: ох, хитрец, да, какой хитрый человек. Но с другой стороны, подарок вы точно оцените, это хороший подарок. И он не просто так вам будет подарить, да, причина будет названа. Дорогой. Почему-то мне идет, что дорогой подарок. Ценность у этого подарка. Дальше. Вижу, что вы посеете семечки в очень благодатную почву. Удобренную такую, знаете, как пушистая почва. И эти семечки, они просто будут взрастать не по дням, но по часам. И это вас так умиляет, удивляет. Вы думаете, это чудо, да, это чудо природы. Вот насколько почва добрая, насколько она благодатная, да, столько семечек проросло. Но смотрите, полдела сделано. Теперь вам важно эти семечки, эти проростки семечек, да, сохранить. Потому что есть и паразиты, и птицы, и, в принципе, завистливые люди. Да? Берегите то, что у вас вырастет. Что бы это ни было, результаты вашей деятельности, вашего труда, ваших вложений, какие-то начинания, да, нужно не только вырастить, но и сберечь. Вот это самое главное. Потому что покушаться будут, я вас сразу заранее предупреждаю, покушаться будут, и это даже не один раз будет происходить. Берегите то, что вырастет. Дальше. Для тех, кто занимается работой, как-то с людьми связана работа ваша. Люди какие-то оголделые, все какие-то нервные, озабоченные, озадаченные. Всем нужно очень быстро, на сейчас. Всем нужно, знаете, высокого качества работу, но так, чтобы прям за 3 секунды. Некоторые люди вас откровенно будут раздражать своим таким отношением и поведением. Но с другой стороны, вы же не новичок, вы приблизительно понимаете, что с людьми происходит. И вижу, что вы очень общительный человек, вы, в принципе, к любому можете найти подход. То есть приходит к вам какой-то раздраженный клиент, озадаченный, озабоченный, а вы можете расслабить буквально за 5 минут, и человек уже сидит, успокоился, улыбается. Кстати, мне идет, что какие-то чаевые вы очень классные получите. Чаевые, которые могут быть равны, не знаю, дневному заработку. У кого-то и того больше. То есть настолько человека расслабите, настолько человеку все понравится. И видно, человек при деньгах, да, что такие хорошие чаевые вам даст. Так, еще в мешке. Тут какой-то большой мешок показывают, как с подарками, не знаю. Это же вроде не Новый год, да, Пасха. На Пасху подарки, но как-то тоже странно. Мешок, в нем какое-то добро лежит, и он очень большой. И этот мешок к вам идет, да, к вам его несут, либо вам доставят. Может, это какая-то посылка огромная, объемная. Ну, а может быть, покупка из магазина придет, прям очень добротно запаковано, что-то такое большое. Может, это и не мешок, да, может, это какая-то огромная коробка. Еще и сверху полиэтилен, поэтому кажется, что мешок. Слушайте, вам даже потребуются какие-то помощники, чтобы это все
распаковать, либо что-то с этим делать, занести, например, да, если у вас доставка, например, до подъезда, либо до ворот дома. Ну, придется еще подумать, да, кого звать, как тащить и что с этим всем делать. Ну, вы улыбаетесь, вам это приятно, вам радостно. Может, вам сказали, что доставка будет там через 2 недели, но люди раньше вам привезут, да, хороший знак. Дальше показывают, что кто болел, у вас просветы, вы на поправку начинаете идти. Спадает, ну, луна убывает, да, у нас было с вами полнолуние, луна начинает убывать, и болезнь ваша начинает убывать. Если бы вы еще и лечились, либо соблюдали все предписания, назначения доктора, да, все бы гораздо быстрее закончилось. Ну и так, видите, болезнь к концу подходит. И вы прям с каждым днем все лучше и лучше себя чувствуете. Возможно, да, какой-то препарат очень хорошо вам подходит, вы там запомните, чем вы лечились. Возможно, у вас какая-то простуда, либо еще что-то. Запомните, чем лечились, запишите, и в следующий раз, ну вот там только лишь начинаются симптомы, сразу применяйте, да, хорошо подходит препарат, скорее всего. Дальше. Ребенок с ребенком, куда-то идти, куда-то ехать, с детьми, может быть. Дети, конечно, не любят никуда ездить, но ну вот здесь я вижу, что ребенку будет интересно. А может, вы о чем-то интересном будете вместе, пока едете, говорить, да? Как-то в дороге с ребенком хорошо время проводите. А еще я вижу, что благодаря своему ребенку, может, это, кстати, и не ваш ребенок, может, с внуком куда-то пойдете, с внучкой, вы с кем-то можете познакомиться, с кем-то очень и очень непростым, сразу говорю, потому что человек, на человеке знак какой-то, знак. И этот человек выглядит просто, да, но на самом деле какую-то значимость имеет, да, какой-то вес. Может, это вообще какой-то руководитель, начальник, а может, человек приближенный там, к элитам, да, а может, человек сам по себе какой-то специалист, супер-бупер. Вот, но благодаря ребенку знакомитесь. Знакомство у вас показано. Вы когда познакомитесь, когда поймете, с кем имеете дело, вы ахнете, скажете: ничего себе, вот это да, вот это вот познакомилась. Дальше, мои хорошие, показывают какую-то азартную игру. Игра. Ну, может, вы любите играть, да? А может быть, это никак не связано с играми там, в карты, казино, но связано с какими-то настольными играми, либо там игры на природе. Вы в такой в азарт войдете, что вас не остановить, как будто бы в детстве побываете, как будто бы машина времени, и вы попали в детство. Слушайте, ну прям душу отведете, и весь стресс, накопленный стресс, там повышенный кортизол прям выйдет. Вы так хорошо и сладко будете спать. Такие незабываемые впечатления, такой хороший прям детский крепкий сон у вас идет. Так что почаще выезжайте на природу и играйте. Да? Игры, они и развивают, и отвлекают. Но не в карты, не в какие-то там такие нехорошие игры, а играйте в настольные, да? Там шашки, шахматы, что еще там, монополия, может быть. Ну, много разных игр, да. Вот вижу, что у вас азарт, и вы как в детство попадаете. Ну, а если с детьми будете играть, вообще здорово время проведете. Дальше вижу, что вы за какой-то узел беретесь, начинаете над ним мучаться, корпеть, а потом думаете: зачем я все это делаю, кому это надо, да? Вы этот узел просто забрасываете. И вы знаете, в этот момент вы буквально растете, да? Вы становитесь более мудрым человеком. Вот и правда, зачем вам нужно тратить свое драгоценное время, свои драгоценные часы жизни на чужие проблемы, на чужие какие-то сложные узлы? Вы что, нанимались, что ли, развязывать узлы? Нет такой профессии, да, нет такой должности. Вот, пока люди отдыхают, развлекаются, живут свою лучшую жизнь, вы сидите, их проблемы решаете. Нет, скажете: не буду, все. И выкидываете. Молодец, молодец. Наконец-таки вы начинаете думать трезво, по-взрослому, и думать со своей позиции, да? Не для кого-то жить, а для себя жить. Дальше женщина с веером. Ну, веером лицо закрывает. Значит, соврать хочет, либо врет.
Может быть и конкретно, да, эта женщина, в руках у нее будет веер. У кого-то и так отыграется. Прям каждое слово – это обман, каждое слово – это вранье. И у вас даже какая-то странная реакция пойдет, знаете, вот как то ли чесаться начнете, то ли приступ тошноты у вас может случиться, да, реакция на откровенную ложь, на откровенное вранье. Не верьте этой женщине. Еще как-то, знаете, лицо закрывает. Может быть, она в глаза не будет смотреть. Может, она крутит, вертит головой, избегает прямого взгляда, как глаза в глаза. Ну, что, в принципе, не может глаз поднять, да, потому что врет. А у вас такая аура, у вас такая энергетика, что вам, когда врешь, сложно смотреть в глаза. То есть помотает ее. Дальше, мои хорошие, кошелек. Кошелек прям худеет на глазах. Худеет. Ну, траты вас ждут, да. Будете на что-то тратиться. Но у вас траты вправо уходят, то есть на что-то полезное, нужное, важное. Ну, либо вы сами себе говорите, да, как бы надо. Это надо. Этого избежать я не могу. Какие-то траты. Ну, ничего, будет зарплата, будет пенсия, либо какой-то другой доход. Пополните свой кошелек. Но пока он тает. Меньше и меньше становится. Дальше. Какого-то человека вам придется уговаривать, и это будет сделать очень тяжело. Человек то ли упрямый, то ли прям совсем несговорчивый, то ли человек не совсем понимает, что вы от него хотите. И вам придется много времени потратить на то, чтобы этого человека убедить, уговорить. Но с боем, как говорится, прорветесь. Знаете, я так скажу, тут больше похоже на то, что человек не понимает, что вы говорите, да, не понимает. В принципе, да, есть люди, у которых ограниченное мышление, а есть люди, которые, наоборот, изъясняются достаточно витиевато, и, то есть вам кажется, что все понятно, да, а человеку совершенно непонятно, что хотите. Попробуйте подобрать другие слова, либо попробуйте максимально просто, прям на пальцах объяснять, тогда человек быстрее поймет. Но я вижу, что вы проявите упрямство, и пока человек не согласится, вы не отступите. Дальше показывают птичку, кстати, на колибри очень похожа, но крупная. Да? Колибри, они такие прям крошечные, а тут прям такая крупная колибри. Какая-то большая, либо объемная задача, как работа, но вам придется очень быстро это все сделать, прям быстрее. Либо какие-то сжатые сроки у вас будут стоять, либо вы сами себе скажете, у меня есть 2 часа, и я должна все сделать. Ну да, будете порхать как колибри, и работу свою сделаете. Умеете вы себя заставить, умеете себя прям загруппировать и умеете ставить перед собой задачи. Это очень классный навык, и в жизни он вам не раз помогал. Другие, как вы, не умеют. Многие люди завидуют такому навыку, и многие восхищаются, да, откровенно восхищаются. Кстати, по поводу зависти. У вас идет встреча с теми, кто вам завидует. Буквально будут прожигать вас своими завистливыми червивыми глазами. Поэтому, мои хорошие, если у вас есть обереги, амулеты, всегда носите с собой, на себе, где вы их носите. И если у вас ничего такого нет, булавочка, обычная булавочка с обратной стороны одежды подкалываете, и пусть будет. Вы можете подколоть на всю одежду, которую носите. Все, ничего страшного. И также молитвы хорошо помогают, да? Написанные собственной рукой защитные молитвы. Как-то вы пересечетесь с этими людьми, и они вас затронут, начнут с вами общаться, обсмотрят вас полностью, чуть ли не под микроскопом. Прям будете чувствовать, как глаза прожигают дырки на вас. Завидуют, да, они вам действительно завидуют. Так, еще в какое-то очень сильно людное место попадете. Там людей, как селедки в бочке, да, не протолкнуться. Но с другой стороны, я не вижу здесь какого-то напряжения. Да? Людей много, но люди какие-то такие расслабленные. Никто не ссорится, не ругается. Наоборот, какие-то все таки улыбаются, здороваются, какими-то добрыми словами перекидываются. Да, вы в это место попадете. Какая-то особая атмосфера идет, да? Благостная атмосфера.
Так, еще вкусное, что-то вкусное и много этого вкусного. Кто-то может страдать желудком, ЖКТ может просто не выдержать ваше, да, от того, что вы что-то вкусное в больших объемах поглощаете. Берегите себя. Понятно, что когда вкусно, тут сложно удержаться. Знаю не понаслышке, да, сама такая. Но с другой стороны, надо вам как-то себя либо сдерживать, либо иметь какие-то препараты, которые помогают пищеварению. Да? Либо отвлекайте себя на что-то. Не знаю, пейте больше водички, чтобы у вас меньше влазило вкусняшек. Ну вот прям вижу, что душу отводите, у кого-то прям от вкуса, да, вкус такой обалденный, да, чуть ли не слезы счастья на глазах. Может, вы долго на диете сидели, а тут вы себе разгрузочный день устроите, да, вкусняшки, все подряд. Ну, чтобы не было, главное, потом вам плохо. Так, буква А. Букву А вы переносите на какие-то другие даты. Ну, А — это новое начало, новые начинания. Вижу, что вы очень трезво оцениваете ситуацию и говорите: вот сейчас я ни морально, ни физически не готова к новому, поэтому я лучше перенесу, отодвину. И это очень правильно. Да? Наконец-таки вы прислушиваетесь к себе и к своей интуиции. Потому что, смотрите, Луна убывает. Да? Начинать что-то новое — это не лучшее время. И буквально вы это чисто физически почувствуете и скажете: да, лучше я перенесу. И это очень правильно. Очень и очень правильно. Потом вы сами себе спасибо скажете. Дальше показывает человека, который очень сильно спешит. Он к какому-то дню спешит приехать, либо появиться, объявиться. Спешка и суета. Ну, как говорят, поспешишь — людей насмешишь. Будет какой-то конфуз, будет какая-то смешная ситуация. И человек таки появится, да, но либо в каком-то растрепанном виде, либо еще что-то произойдет. Там и смешно, и грешно, и произведет фурор, да, его появление. История, как он там добирался, как он ехал, с чем там бодался, сопротивлялся, как добрался. То есть смех, да, идет смех. Человек появится, и с человеком появится смех. Много смеха, много каких-то смешных историй идет. Дальше я вижу, что вы кормите, кого-то кормить будете, угощать, скорее всего, либо кормить, либо угощать. И человек, буквально влюбляется в вас, влюбляется в то, что вы ему даете. Вот говорят же, да, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Смотрите, там не прикормите себе, а то будет поклонник бегать за вами, проходу не будет вам давать. Ну, а если это ваша цель, да, чтобы человек обратил на вас внимание, то у вас все получится. Да, тут и кушает, и смотрит на вас, глаз не может отвести. Все зашлось, все получилось. И еще странный такой знак показан. Уплывающая гора. Какая-то гора уплывает, и с каждым днем все дальше и дальше от вас. Проблема какая-то исчезает. Проблема, которая остро стояла буквально еще вчера в вашей жизни, а теперь она все дальше и дальше от вас уходит. То ли вас от нее избавляют, то ли вы другую дорогу выбрали, да, и поэтому проблемы уходят. Но что-то явно не так, и сначала у вас будут вопросы, какие-то сомнения, а потом вы такая: да ладно, от чего я напрягаюсь? Уходит, так уходит, уплывает, так уплывает. Мне-то лучше, да, вот какое-то такое откровение у вас идет. Но неплохой знак на самом деле. Дальше вижу, что какой-то человек на коленях стоит или о чем-то вас просит, либо просит у вас прощения. То есть вы все разные, да, отсыпка общая. У кого-то отыграется, что человек будет стоять на коленях и просить у вас прощения, извиняться за что-то будет. А у кого-то отыграется, что человек стоит на коленях и вас о чем-то просит, да, что-то вот сделать, куда-то пойти, там, не знаю, ответить взаимностью, позволить вернуться этому человеку. И еще человек воспользуется какими-то обстоятельствами, либо ситуацией воспользуется
Ну вот подгадает так, чтобы вам неудобно было отказаться, да, чтобы вы там махнули рукой и сказали: а ладно, будь что будет, я согласна, либо я прощаю. Прям такой, знаете, хитрец. А вы ведь понимаете, что хитрит. Но с другой стороны, вы думаете, ну, если так сильно напрягался, если так все это продумывал, просчитывал, значит, для человека это важно. Это правда важно. Ну вот вижу, что скажете «да». Либо простите, либо согласитесь с этим человеком, либо на просьбу согласитесь и скажете «да». И еще вижу, что вы никогда об этом не пожалеете. Время, конечно, покажет, но вижу, что не пожалеете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.